Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. У вас отличное настроение. Сегодня среда, середина недели, 29 января. Надеюсь, вы выспались и полны сил. Да. Ну что ж, Женечка, давай расскажем, какие же сегодня знаменательные даты. Да, действительно. 29 января 1833 года организована первая в России городская почтовая сеть. Случилось это в городе Санкт-Петербурге. Город разделили на почтовые круга, всего их было 17. Там работали 45 пунктов, где принимали почту. Тогда почту собирали в обычных торговых лавках. Позже от услуги лавочников отказались, развесив по городу почтовые ящики. На почтамте письма сортировали, ставили штемпель, и письмоносцы разносили их по адресам. Сначала для этого существовали специальные штемпельные конверты, а с 1858 года в обращении появились специальные почтовые марки. Также сегодня день рождения автомобиля. Ведь именно 29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на первый в истории человечества автомобиль. Первый автомобиль представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость 16 км в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван Motor Wagon. Ух, прокачу с ветерком называется, да? А в 1908 году, 29 января, был учрежден первый российский аэроклуб. Устав определил главную миссию созданного предприятия – развивать в России идеи применения воздухоплавания в научно-технических, военных и спортивных целях, организовать совместную деятельность ученых и любителей воздухоплавания. Тогда же Императорский всероссийский аэроклуб вступил в Международную авиационную федерацию. Россия не раз была первой в мире в освоении неба и летной техники. 9 сентября 2013 года, например, российский летчик Петр Нестеров положил начало высшему пилотажу впервые в мире, исполнив мертвую петлю, названную по его имени петлей Нестерова. Что ж, мы хотели бы напомнить, что в прямом эфире работает номер WhatsApp, по которому вы можете передать привет или какую-то новость поделиться вместе с нами. По номеру 8 914 279 22 62. Отправляйте привет, отправляйте ваши новости, отправляйте поздравления. Также мы хотим объявить, что наша передача, утренняя программа «Новый день» НВК «Саха» запускает флешмоб. Суть концепции заключается в том, чтобы коллектив в количестве не менее 10 человек должны исполнить песню «Катюша», стихи Михаила Исаковского на музыку Матвея Бланта. Песню исполняйте на мобильный телефон, важно держать гаджет в лежачем положении. Отправляйте к нам на почту «Утро НВК Саха», @mail.ru, либо на Инстаграм «Утро НВК Саха». Видеоконтенты будут размещаться в программе «Новый день» ежедневно с хэштегом «Утро НВК Победа 75». Снимайте, отправляйте, отмечайте ваши предприятия, и мы разместим это в нашем эфире. Да, давайте сейчас узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах утром минус 30, минус 36, днем минус 26, минус 33. В Заречных минус 29, минус 37, днем минус 23, минус 34. Южных минус 16, минус 22, днем минус 14. Вилюйских минус 27, минус 38, днем минус 17, минус 34. Нижнеленских минус 40, минус 43, днем минус 34, минус 42. В Западных минус 14, минус 24, днем минус 15, минус 17. В Колымо-Индигирских минус 27, минус 41, днем минус 27, минус 40. В Янских минус 33, минус 44, минус 32, минус 42, днем. На северо-западе минус 28, минус 34, днем минус 30, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 33 градуса, атмосферное давление 761 миллиметров ртутного столба, ветер западный 1,3 метра в секунду, днем ожидается минус 31, минус 33 градуса. Погода хорошая, настроение тоже, но у нас пришло время первого гостя. Да, первый гость у нас на тему «Дороги республики». Алексей Миронов, руководитель департамента дорожной службы и автомобильного транспорта. Алексей, доброе утро.
Ну что, для начала мы бы хотели узнать итоги 2019 года. Какие дороги сделаны, где и когда. Да, вот на территории республики с прошлого года у нас в соответствии с поручением президента страны реализуется национальный проект. Мне кажется, один из важных по Российской Федерации, да, и в целом по республике. И за прошлый год, ну, мы в целом привели в нормативное состояние 122 километра региональных автомобильных дорог и 25,8 километров на уличной дорожной сети города Якутска. Ну, вы сами знаете, сколько было проведено работ, сколько Ну было да. шума, да, по реализации национального проекта. Но у нас получается то, что до 2024 года определены все объемы. Мы планируем к 2024 году привести в нормативное состояние 40% всех региональных автомобильных дорог и 85% уличной дорожной сети города Якутска. Смотрите, Алексей, а как вы выбираете, какую дорогу ремонтировать, скажем так, Приоритеты, на больших да, как территориях, ставите? какую выбираете в городе? Потому что я знаю, что в городе каждый ждет, наконец-то в этом году должно быть и на нашей улице праздник. Да, ну вот мы, получается, к 2024 году 85% всей уличной дорожной сети города Якутска должны привести в нормативное состояние. Это будет около 203 километра да, дорог. Мы определяем, и на региональных дорогах мы примерно за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта 1100 километров автомобильных дорог должны привести в нормативное состояние. При определении оценивается транспортно-эксплуатационное состояние Нагрузка, автомобильной да? дороги, да. А также учитываются стратегические у нас планы в соответствии с нашей государственной программой, а также поручениями главы республики и председателя правительства. В городе, как я знаю, при определении улиц также учитывается оценка рейтинга убитых дорог на сайте ОНФ. То есть мы тоже можем посмотреть, Конечно, да, какой дороги, какой улицы Да. посчастливится в В следующий раз следующем поехать, году, да? да? А вот есть сроки у Да, дорог. срок годности у дороги. Как определяется? Ну, у нас, получается, вот межремонтные сроки в соответствии с проектом у нас увеличились, и в настоящее время у нас по ремонту составляет 12 лет, а по капитальному ремонту 24 года. С чем То есть, связано? Ну, мы как бы пытаемся увеличить именно качество, улучшить качество работы, проводимых на автомобильных дорогах, соответственно, и увеличить межремонтные сроки. Алексей, смотрите, но я думаю, что для обычных граждан не совсем понятно, сколько стоит километр дороги, да? Ну, действительно, Ну, вот навскидку, я понимаю, что есть разные, как бы, скажем так, детали технические, но в среднем сколько стоит километр? Городская, скажем так, да, дорога? Ну, в городе самое дорогое, связанное с тем, что необходимо коммуникации и так далее вытаскивать. Но в городе достаточно дорого стоит. На региональных дорогах, могу сказать точно, это где-то около, наверное, от 40 до 60 миллионов. В зависимости... 1 километр. 1 километр автомобильной дороги. То есть телезрителям надо понимать, что это не просто так, что их обошли. Есть бюджет. Хорошо, Алексей. Ну, если позволите, могу более подробно объяснить, почему, конечно, с чем это давай. связано, да. У нас же в основном, вот у вас отличные картинки, да, на нем вот показываются, да. Как Да, мы можем на понять, то, экране. что у нас при строительстве дороги все-таки в основном используются машины-часы. Да, у нас в настоящее время у нас дизельное топливо, ну, вообще горюче-смазочные материалы достаточно дорогие, да, соответственно, у нас автомобильная дорога, когда она строится, она вот Доставляется. да, у нас необходимо как бы использование в значительной степени техники. Да? Соответственно, Ну, за счет затраты, этого да, конечно. да, они значительны. Вот хотелось бы узнать вообще, да, годовой бюджет, сколько средств выделяется от государства и от Если у вас республики. такие грандиозные планы на будущий год. Ну, в целом, до 2024 года мы должны 33 миллиарда. Мы планируем потратить на эти цели. В прошлом году у нас, получается, у нас всего было выделено 3,9 миллиардов рублей. Из них 1,7 миллиарда рублей это из федерального бюджета. В этом году мы планируем 4,2 миллиарда рублей. Огромные Выделенные. суммы. Ну, а Ну, Можно, да, вот я... Конечно. Это суммы, они не такие большие, да, как хотелось бы в настоящее время. Недостаточно, скажем Да, так. конечно, потому что у нас все-таки вот на региональных автомобильных дорогах у нас всего в целом эксплуатируется 12 тысяч километров автомобильных дорог регионального значения. Это очень много.
Это Ну, очень- конечно, если 1 километр стоит от 40 до 60 миллионов, сумма, Да. скажем так, скромная. Да, и вот, если позволите, также еще добавлю то, что мы не только ремонтируем, да, проводим капитальный ремонт автомобильных дорог, но мы также строим, да. Новые. Да. Вот, наверное, как жители Якутии знают, то, что у нас все-таки с дорогами есть значительные проблемы, да. Вот Бывает мы такое, да. В отдаленных районах да, в особенно. прошлом году в Мегиногорском районе на автомобильной дороге Абалах вот мы построили дорогу до села Ильичой, то есть мы обеспечили это село круглогодичным доступом, да, к сети дорог общего пользования. В этом году мы планируем село Кобяй также обеспечить круглогодичным доступом, да, к сети автомобильных дорог. Позапрошлом году мы село Усьмая обеспечили круглогодичным доступом к сети автомобильных дорог. То есть у нас также выполняются вот такие Планомерно задачи, идет, да, всё. по строительству дорог. А у меня Ну, вот такой вопрос да. еще. А с какими сложностями вы сталкиваетесь? Да, вот при реализации проекта в прошлом году все-таки это был первый год, пилотный год, и у нас были трудности вот, в части все-таки неготовностью проектно-сметной документации, да, в значительной степени объектов. Вот в прошлом году почему в городе Якутске у нас возникли такие проблемы, потому что не было готовой проектно-сметной документации вовремя, да. Соответственно, мы учли ошибки прошлого года, да, и в этом году мы как бы его решаем планомерно, то есть более-менее у нас. Алексей, ситуация ну более- все-таки, когда у нас в республике будут такие идеальные дороги, как, скажем, в Канаде, у нас похожие природные условия, я понимаю, что... Но мечтать не вредно все-таки. Какие технологии будете применять, чтобы у нас было все идеально? Алексей сейчас скажет, ну, точную цифру, 2020 каком-то, да? 2020 это хорошо, я считаю. Но, как в Канаде, надеюсь, в ближайшем будущем у нас все-таки мы ведем к этому, чтобы у нас все-таки дороги были намного лучше, чем... Ну, все же, если ездить по республике, у нас люди чувствуют, что у нас всё-таки Конечно, несравненно, развивается, да, развивается дорожная отрасль, дорожное хозяйство. По новым технологиям, но у нас применяется метод холодной регенерации. Вот в прошлом году на 3 участках он у нас применялся, он также в Канаде Что применяется. это такое? Ну, ресайклинг получается. Ну, если по-простому сказать, это на основании тех материалов, то есть вот берется старый асфальт, Переработка. да, она перерабатывается и укладывается. Добавляются битумные эмульсии и присыпки дополнительные и укладывается. Хороший, это также устойчивый? действенно, Насколько он будет, скажем так, работоспособен? Она все-таки зависит от того, что от интенсивности дороги. Да, все-таки у нас республика достаточно большая. Надо учитывать то, что на каких-то дорогах больше машин ездит, на каких-то меньше. То есть, и учитывается именно, она может применяться не на всех автомобильных Ага. дорогах. И вот итоги на ближайшее будущее, на 2020 год. Какие дороги собираются ремонтироваться? Кому повезет в этом году, скажем так? Ну, скажу в целом, то, что у нас в этом году все-таки планов больше. Мы планируем в целом вот по республике, получается, на региональных дорогах в городе Якутске ввести 203 километра автомобильных дорог. В том числе в городе Якутске у нас получается 22 километра. В этом году, в прошлом году, то есть, прошу прощения, мы ввели 140 километров, то есть, ну, чувствуете разницу, да? и Ну, с каждым дороги годом она определены, будет- да, в принципе, какие дороги будут делать? Перечень автомобильных дорог, да, конечно, у нас уже есть. Мы по ним как бы планируем работать. Алексей, спасибо большое. Я думаю, что многие жители районов обрадовались, послушали вас и Да. скрестили пальчики. Удачи вашему дорожному хозяйству, и пусть у нас наконец будет все идеально. Друзья, но мы продолжаем наш эфир, и в этом году, Да. в этом году встреча- 75 лет Великой Отечественной войне Да. Победы. Давайте посмотрим, как готовится в Анабарском УУСе к этой великой дате. Знамя Победы в честь 75-летия победы над фашизмом заносят майор полиции Шестерник Владимир Викторович, лейтенант полиции Костяков Виктор Сергеевич.
Савеллах Николай Геменович. Bu республиканской эстафета выигран кöyü Улукрен eğlenilen bunlarından okula çalışan yaka ölen ruhun dediğinde geldiler geldiler onu Ничего мы нету. сами болтаем. Друзья, но мы продолжаем наши эфиры, с радостью сообщаем вам новости из библиотеки. Это было в блокадном Ленинграде, так называется книжная выставка, открытие которой состоялось буквально позавчера, 27 января, в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. Выставка посвящена Дню полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Блокада Ленинграда фашистами во время Великой Отечественной войны – одна из самых страшных и длительных в истории не только России, но и всего мира. Продолжалась она долгих 872 дня. До сих пор нет точных данных о количестве погибших во время военной блокады города-героя. Всего было эвакуировано около половины жителей Ленинграда. Оставшиеся в домах горожане каждый день боролись за жизнь. Они переживали лютые морозы, страшный голод и постоянные обстрелы немецких войск. Выставка, это была в блокадном Ленинграде, проводится в Коворкин центре Национальной библиотеки. И если вы хотите посмотреть сами или рассказать вашим детям, пожалуйста, отправляйтесь туда и посмотрите, увидите все своими глазами. Двух разделов. Первый раздел – это блокадный Ленинград, а во втором разделе у нас идут материалы о студентах, которые поступили в 1940 году в Ленинградский театральный институт имени Островского, и которые попали под блокаду. Выставка сопровождается фильмом «Дневник Тани Савичевой» из фонда Центра аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия. И выставка будет работать до середины февраля. Также сегодня день розыска забытых благодарностей. Ну, вообще отмечается этот праздник 29 декабря. Ну, почему? Что мешает отметить это сегодня, 29 января? Иногда просто мы забываем сказать спасибо. Бывает на бегу, заработались, спешим. И Ну, спасибо, просто потерялась. Переисполнен чувствами благодарности, но просто ты забываешь это сказать, получив что-нибудь или какую-то помощь, да? А в другое иное время, просто спустя какое-то время, тебе неудобно потом далее говорить Да, об бывает этом, да? такое. Друзья, если вы забыли кому-то сказать спасибо, Да. или вы просто хотите сделать кому-то лишний раз приятно, пожалуйста, скажите спасибо за то, что кто-то придержал вам дверь, за то, что кто-то угостил вас конфеткой, Вот. или даже просто за то, что хорошо вам улыбнулся. Да, обязательно поблагодарите своих близких сегодня. Так, и теперь далее мы переходим к нашей следующей гости. И у нас в гостях Юлия Устинова, председатель Якутской республиканской общественной организации по содействию в реабилитации детей с кохлеарными имплантантами «Шаг в мир звуков». Юлия, доброе утро. Доброе утро. Чем занимается ваша организация, какие проекты двигает? Наша организация была создана в 2010 году благодаря родителям детей с кохлеарными имплантами. Причину острой нехватки учителей-дефектологов, сурдопедагогов в образовательных, лечебных и реабилитационных учреждениях. И вот наша организация именно занимается информационной поддержкой, методической поддержкой и проводит различные слухоречевые реабилитации детей. Ну вот расскажите подробнее о вашей деятельности, да, вот как вы занимаетесь детьми? Вот. Наша организация, вот благодаря ее деятельности, мы добились того, чтобы в республике выдавали элементы питания для речевых процессоров кохлеарных имплантов. То есть в год каждому ребенку на одно ухо выдается 360 батареек. Это вот по линии Министерства труда, социального развития. И в России Извините, наша республика является почти единственной, которая выдает такие батарейки. 360 батареек в год? Да, получается, что ребенок меняет батарейку каждый день. Почти, да? Да, каждый день. Ну, наверное, Поэтому надо понимать, что это не обычное пальчиковое или мизинчиковое. Это же специальное, очень это специальные уникальное. батарейки, да. И поэтому у нас, у родителей в каждой сумке вот такие пачки. Запасные. Да. Вообще, дети с кохлеарными имплантами, это какая категория, скажем так, граждан, да? Ага. И кто придумал этот замечательный аппарат?
Это получается кохлеарный имплант, это достижение медицины 20 века. И получается, что мы на сегодняшний день победили полностью глухоту. Мгм. Это Да. просто если... Это уникально, если это врождённо спасение. даже, да? Это даже если врожденная глухота или приобретенная, вот, то есть, ну, сложная тугоухость. Как он выглядит, как он устанавливается, Да, как за ним ухаживать? Получается, что если ребенка направили на кохлеарную операцию, ему, простыми словами, в ушную улитку вводится электрод, то есть искусственный нерв, и с помощью этого нерва передаются звуковые сигналы в мозг, и ребенок начинает слышать. Так, вот теперь мы приходим Да. к такому моменту. А как же выглядит эта батарейка и как ее устанавливать, если это находится внутри этот аппарат? Так, получается, что он состоит из двух частей. Имплант, он устанавливается пожизненно, получается, в череп, мозг ребенка. И снаружи есть речевой процессор, по которому вот поступает сигнал. Мгм. А как ухаживать за этим аппаратом? Вот именно как ухаживать за аппаратом, как проводить реабилитацию. Вот у нас будет завтра такая большая конференция для родителей, специалистов. Приезжают из федерального медицинского научного исследовательского учреждения сурдологи, врачи. Это Мочелов Антон Сергеевич и Карпов Валерий Леонидович. Они являются почти как бы очень известные личности в нашей России, которые настраивают вот эти речевые процессоры. Ага. То есть Вот, они проведут полную информатизацию, скажем, да, родителей? конечно, Но конечно. нас смотрит вся республика, и не все, к сожалению, могут подойти. Немножко подробнее расскажите, как ухаживать. Как ухаживать за речевым процессором? То есть его обязательно нужно каждый день сушить. То есть мы должны обезопасить своих детей, чтобы они не ударялись головой, потому что имплант может сломаться, и получается ребенка опять надо оперировать. Эта операция проводится под наркозом, общим наркозом. Ага, и очень многие виды спорта, например, нам запрещены. Подвижный, да, скорее Да, всего? подвижные, опасные для головы. Контактные. Да, контактные. И мы не должны болеть отитом, например, дети. Да. Поэтому- Юлия, ну давайте подумаем о проблеме со слухом с такой точки зрения. Иногда ведь родитель не замечает, что у ребенка есть нарушение. На какие симптомы, на какие моменты стоит обратить внимание и подумать о том, что, возможно, ребенок плохо слышит? Да, ну, во-первых, проводится скрининг, родовой скрининг, когда ребенок рождается в роддома. И если ребенок уже там не прошел скрининг, надо родителям обязательно обратиться в сурдологический центр Национального центра медицины. Второе, если вы прошли скрининг, но заметили, что ребенок до 3 лет не говорит и не обращается, когда вы его зовете, голову не поворачивает, тоже надо об этом. Наверное, и снижение успеваемости в школе может быть Конечно. следствием того, Безусловно, что да, повлияет, падает конечно. слух. Конечно, ребенок, получается, если не слышит, он какие-то звуки не слышит, у него начинает речь снижаться и общение со своими сверстниками. Но ведь не тоже. только у малышей может испортиться, скажем так, Да, слух, и да. у детей среднего возраста, и даже у выпускников, да? Слух могут потерять даже взрослые Конечно. из-за сложного отита. Вот. А сколько у нас в республике детей имеют проблемы со слухом? Есть данные у вас, да? Конечно, есть, мы отслеживаем. Это более около 500 детей сейчас вот имеют нарушение слуха. И где-то вот около 200 детей с кохлеарными имплантами в республике. Ага, ну то есть в последующем должны поставить всем или как? Ну, это по желанию и решение родителей. Хорошо. Ага. Рекомендации родителям, как обезопасить ушки их детей, чтобы не было этих проблем? Ну, надо вовремя, наверное, обследоваться в поликлиниках, у лор-врачей. Да, потому что вот если ребенок заболеет, он же не показывает, что у него болит ушко. Ну да, Да. это Он может естественно. просто там постоянно трогать свое ушко. А почему он трогает? Это значит, у него какое-то воспаление уже. Ну, вообще есть. вот по поводу чистить уши, да, есть же вот палочки, да, они не да, совсем кстати, предназначены для этого, ну, но обычно тем не менее Можно сурдологи- или нельзя? Обычно сурдологи рекомендуют не чистить уши. Для этого есть специальные специалисты в То есть, учебных учреждениях. надо куда-то ходить за этой процедурой, получается? Конечно, да, конечно. Это интересно. Вот так Ага. вот. Хорошо, Юлия, а какие гранты, какие Да. программы поддержки существуют у вашего общества? И вы Вот, победили, да? Да, мы Грант? вот Расскажите. в
прошлом году впервые участвовали грант президента Российской Федерации и выиграли достаточно вот такую крупную сумму. И вот эти средства у нас будут направлены на летнюю реабилитацию детей. То есть мы создаем лагерь дневной на целый день в 3 сезона. Вот это у нас самые крупные мероприятия. И у нас будет, конечно, оздоровительный такой экспедиционный сплав по реке Амга. И мы заложили даже проезд и на приобретение оборудования запасных частей для катамаранов, например. Хорошо, уже определили, Да. скажем так, списки участвующих? Нет, Или только собираете заявки? Ну, хотя бы количество известно, да? я Ну, думаю. всего будет участвовать на сплаве около 18 человек. Ну, это семьи в основном, 5-6 семей. Ну, списки будем формировать, наверное, в июне. А в лагерь? Ближе, да? А лагерь начинается у нас вот с середины мая до конца июня. И вот формировать будем списки в апреле. Ага. И что ожидают, какая программа ожидается в На лагере завтра. для детей? Нет, Летний мне лагерь. интересно сперва узнать про летний период. В летний период мы будем проводить слухоречевую реабилитацию, конечно, музыкальную и танцевальную реабилитацию для детей, чтобы они социализировались в общество. Ну и завтрашнее грандиозное ваше мероприятие. Какая программа? Мы же создали ансамбль «Полярные звездочки», и наши дети вот с нарушением слуха будут выступать. То есть это танцевальный номер на хамусе, стихи будут читать наши дети. И, конечно, вот специалисты подойдут. Константин Константинович Чичигинаров. И подойдет еще с адаптивного спорта. То есть нам расскажет, каким видом спорта мы можем заниматься именно наши дети. А где? А во Где? сколько? Да. Где и когда? Это состоится А завтра. кто придет помимо ваших, скажем так, менторов, наставников? Состоится завтра в 16 часов в Дворце детского творчества на 2-м этаже. Подойдут родители, конечно, дети с кохлеарными имплантами, специалисты, педагоги, логопеды детских образовательных учреждений и вот специалисты, сурдологи. Ну, мы их ждем. Да, приглашаем всех, кто Да. заинтересован. в Юлия, этой ну и теме. в конце нашей беседы, буквально тезисно, на что стоит еще раз обратить родителям внимание, чтобы избежать проблем со слухом у ребенка? Если ребенок маленький, то, конечно, вот если у него нет речи, то лучше сразу пройти обследование слуха. Это можно пройти только в сурдологопедическом центре, Национальный центр медицины. Ну, видимо, Только в одном обратиться к месте. педиатру, и он Конечно. перенаправит. Да, профессионал. конечно. Да. Юлия, ну большое спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали про вашу деятельность. Да. Пусть все будет Спасибо. хорошо, и пусть у нас Спасибо. детки будут здоровыми. Друзья, ну а мы не прощаемся, не переключайтесь. Да, мы просто переходим на перерыв. Далее еще интересные гости и сюжет. Доброе-доброе утро. Вы смотрите программу «Новый день». С вами Максим Гоголев. И Евгения Гурулева. Далее мы бы хотели передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Поправки к Конституции усилят роль регионов. Такое мнение высказал глава Якутии Айсан Николаев во время прямого эфира в социальных сетях. Я цитирую. «Увеличение роли Государственного совета на руку регионам». Президент говорил об этом, когда отметил, что нужно усиливать роль губернаторов и регионов в решении важнейших для страны вопросов. Для республики, которая не раз поднимала эти вопросы, это позитивные изменения. То, что министры правительства будут проходить через согласование в Госдуме, я считаю шагом к усилению роли парламента, который избирается всенародным голосованием, заявил руководитель региона. Воздержаться от поездок в Китай и другие регионы мира, где зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса, рекомендует якутянам Министерство по внешним связям и делам народов республики. К тому же делать это без крайней необходимости до стабилизации эпидемиологической ситуации нежелательно. В свою очередь, власти Китая выражают готовность обеспечить максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся в данный момент на территории провинции Хубэй. Ранее рекомендации воздержаться от поездок в КНР и другие потенциально
потенциально опасные регионы дали Роспотребнадзор и МИД России. Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажи туристических путевок в Китай. К слову, авиакомпания Якутии уже приостановила перевозку пассажиров из Благовещенска в китайский город Санья. Сегодня самолет вылетит из Амурской области в этот курортный город без туристов, сообщает региональное правительство. Туристы из Санья вернутся в Благовещенск 30 января. В международном секторе обещают принять все необходимые меры по выявлению признаков инфекционных заболеваний. В пункте пропуска аэропорта Благовещенска усилена дезинфекция помещений, введен масочный режим, а также проведена внеплановая ревизия вытяжной системы вентиляции международного терминала. А между тем в школах Мирнинского района ввели частичный карантин из-за ОРВИ. По последним данным Роспотребнадзора, от занятий освобождены 8 классов в 2 учреждениях. Это 4 класса в 12-й школе города Мирного и 23-й поселка Айхал. Мониторинг посещаемости в школах и учреждениях дополнительного образования и детских садах ведется в постоянном режиме. Значит, мы на контроле держим ежедневно, еженедельно, то есть нам предоставляется информация о закрытых учреждениях, либо частично классов. Вот в настоящее время у нас, значит, приостановлена работа 4 классов, это, значит, в поселке Айхал. Это СОШ номер 23, ввиду того, что в данном учреждении, именно в классе, превышен порог заболеваемости, то есть свыше 20%. Лед буквально плавился в спортивном комплексе «Шахтер». В Нерюнгри прошел очередной тур чемпионата России зоны Сибири и Дальневосточного федерального округа среди юношей 2003-2004 годов по хоккею. На этот раз на ледовом корте встретились команды «Кристалл» из Южно-Сахалинска и «Местная энергия». Все 3 периода прошли в напряженной борьбе, но в овертайме «Фортуна» улыбнулась «Кристаллу». Южно-сахалинцы выиграли со счетом 4-3. Напомним, чемпионат проходит по круговой системе. В ближайшее время нерюнгринские хоккеисты выйдут в город Благовещенск, а затем им предстоит тур Уссурийск-Владивосток. Команды равные, но в нашей есть звено, скажем так, ударное, которое приносит голы, которое забивает голы. И, скорее всего, не скорее всего, а это и позволило нам выиграть 2 последние игры за счет того, что более ярко лидеры наши сыграли. Нападение, значит, центральный Ветров Данил, крайний нападающий Суворов Ярослав и Берестов Максим. Сборную Якутии на первенстве России по вольной борьбе и греко-римской среди юношей 16-17 лет с нарушением слуха представит 5 спортсменов. За медали во Владимире поборются Александр Бетюнский, Тимофей Стрючков, Ренат Троев, Руслан Петров и Денис Николаев. Победители получат право представлять Россию на первенстве мира, которое запланировано на июнь этого года в Турции. Соревнования пройдут во Владимире с 29 января по 2 февраля. Напомним, что выступающий в весе до 55 килограммов борец Тимофей Стрючков в прошлом году становился серебряным призером первенства Европы. Впереди еще много важной и актуальной информации. Не переключайтесь. Вот такие новости. Академия «Полярная звезда», созданная первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым, исполнилось 20 лет. И у нас в гостях... И у нас в гостях сегодня Татьяна Алексеевна Бабикова, врач-педиатр высшей категории детской городской больницы, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия, и Любовь Васильевна Александрова, кандидат медицинских наук, научный руководитель по направлению «Здоровый человек, здоровое общество». Доброе утро. Доброе утро. Совершенно уникальный проект, который собирает в себе и культуру, и здравоохранение, образование, даже политику. Расскажите, как все начиналось? Действительно, это особенный проект. В свое время, когда наша больница, отделение, которое занималось именно этой деятельностью, они располагались на Покровском тракте. И с тех пор, как началась вообще работа такого проекта, как «Полярная звезда», в то время они начинали в виде конкурсов, фестивалей проводили. И однажды, значит, у нас тогда был руководителем нашей больницы Наумова Анна Алексеевна, кандидат медицинских наук. И вот они вместе с Татьяной Афанасьевной, они разработали вот этот вот проект, который предполагал, значит, дети, приезжающие
в город Якутск на свои мероприятия они создали так называемую школу подготовки юных юнкоров. И вот от детской телерадиоакадемии НВК «Саха» эту программу начали вести очень активно. И вопрос стал о том, что дети приезжают из улусов. А это, как правило, бывает, практически эти заезды были из 35 представлены улусов дети. Дети, они приезжали не просто заниматься и просвещаться, и учиться вопросам, связанным с образованием, со здравоохранением, с политическими какими-то направлениями и другими. Вот эти дети, они выяснилось, что эти дети не всегда были здоровые. Поэтому по инициативе наших руководителей был создан этот уникальный проект, который назывался «Родной мой край». И в рамках этой программы, она очень большая, она многогранная, об этом информация идет уже, была вот по средствам массовой информации у вас на телевидении, вот именно раздел здравоохранения, то есть как быть здоровым. Да. И в связи с этим наша больница, значит, проводя работу с улусами, с центральными районными больницами, со всеми ведущими специалистами, главными педиатрами Республики Саха-Якутия, получается, что эти дети заранее отбирались, готовились, да, то есть это дети попадали туда, конечно, талантливые дети попадали, дети, которые хотят учиться, хотят развиваться, хотят увидеть весь мир, и в том числе они также были подготовлены на местах, вот с точки зрения, с каким проблемой они могут обратиться к нам. Тогда наши работники, а это детская городская больница, это лечебно-восстановительное отделение, значит, они смогли организовать у себя проект по проведению восстановительного лечения детей с проблемами со здоровьем. И вот в то время, значит, руководителем этого отделения была Шамаева Елизавета Прокопьевна. Это заслуженный врач Республики Саха-Якутия, человек очень опытный, очень преданный своему делу, любящий это дело. Она вот в своем отделении организовала вот эту вот работу. Вот. И поэтому получилось, что дети, находясь в Якутске, они могли общаться как со всем миром, то есть, получается, со всеми представителями по программе у них. Это изучение родного края, это вопросы промышленности, сельского хозяйства, там, ну, и, соответственно, также здоровья. В чем уникальность? Потому что эти дети могли не просто прийти к нам, получить у нас консультативную помощь, обследование, да? Они могли получить самолечение восстановительное, оно проходило по разным профилям, и эти дети на себя, попробовав, испытав те чувства, как бывает у больного человека, который должен заняться своим здоровьем, они могли послушать, рассказать про это, они могут послушать лекции ведущих специалистов, они могли приобрести какие-то навыки, которые достаточно профессионально. Мало этого, эти ребятишки, они были юными юнкорами. Эти ребятишки могли, вот у всех вопросы были разные, детей. Их приезжало достаточно много, и они могли эти знания передать своим сверстникам. И в этом мы увидели огромный потенциал, потому что наш руководитель Анна Алексеевна Наумова, она считала, что если мы сможем в детях воспитать чувство ответственного отношения к своему здоровью, еще при этом его соблюдать и уметь это соблюдать, а еще он при этом поделится с детьми, это прекрасно. Вот в этом была Это просто замечательно, да. Да, в этом была очень интересная работа. Татьяна Алексеевна, расскажите, в чем заключалась ваша роль, да, в этом большом проекте? Большой проект. Мы знаем, что вы лечили и ездили с детьми. Расскажите. Да, вот я работаю в этой больнице. Довольно уже, как раз юбилей проходит. 20 лет я с ними уже работаю и вижу уже на экранах, какие дети были маленькие, как сейчас они уже все, многие стали папами и мамами. Сколько поколений взрастили, получается? 20 лет. Достаточно много, да, за 20 2 лет. или 3, да, которые у нас вот совсем были подростками, работали на вашем телевидении, как Айна Винокурова, Роза Борисова. Когда смотришь по телевизору, очень, конечно, радуюсь. Но наша основная задача заключалась в том, так как мы профилактическое учреждение, да, что наши все и лекции все связаны были с этим. Профилактика – это, конечно, лучше, чем лечить болезнь. Конечно. Поэтому основное, вот я провожу лекцию «Здоровое и правильное питание». И плюс вредные продукты питания. Дети, конечно, уже все знают. Чипсы. Да, нет, на самом первом месте стоит Кока-Кола как раз, на втором месте чипсы. Да. И вот, когда мы, значит, бываем за границей, там вот эта Кока-Кола
стоит по сравнению с нашей страной совсем мало денег, несколько Ну да. центов. А там самая у них дорогая вода. Да, Пол-литровая да. бутылочка стоит 2 евро. Ага. А это вообще центы. А у нас здесь наоборот. Поэтому, конечно, дети начинают на это. Мы, конечно, конечно. там все следим. Но самое основное, значит, профилактика, вот, особенно в поездках зарубежных, была в том, чтобы предупредить любую болезнь. То есть личная гигиена. Если кто-то заболел, чтобы дальше инфекция не распространилась, как ребенок оделся. Вот этим мы Элементарные учим. вещи, Да, да, учить да. вот чтоб- этим да, важным да, да, жизненным да. вещам, да? Да. Ну, вообще проект замечательный, «Полярная звезда», и в том числе вот проект здравоохранения, да, когда ребенок, когда и лечится, и еще и становится юнкором, да, достаточно профессиональным. Да. И эти все знания рассказывает своим друзьям. Да. Да, и еще кроме того, вот благодаря тому, что ребятишки все участвовали, еще смогли, был значит, организован специальная программа Ага. «Путь к здоровью». У нас время совсем заканчивается. Спасибо большое, что вы подошли. Но я знаю, что вы Да. с этим проектом еще подойдете, Да. и мы поговорим, продолжим. Не переключайтесь. Друзья, вы смотрите программу «Новый день». С вами Максим Гоголев. И Евгения Гурлева. Давайте напомним вам, какая погода ждет нас сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ну что ж, мы скажем, что ожидает нас днем. В центральных Улусах минус 26, минус 33. В Заречных минус 23, минус 34. В Южных минус 14. В Вилюйских минус 17, минус 34. В Нижнеленских ожидается минус 34, минус 42. В Западных минус 15, минус 17. В Колымо-Индигирских минус 27, минус 40. В Янских минус 32, минус 42. На северо-западе минус 30, минус 34 градуса. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 33 градуса, атмосферное давление 761 миллиметров ртутного столба, ветер западный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается 31-33 градуса. Ну а далее у нас наша постоянная рубрика «Пусть мама придет». 10-летний Дима – душа и талисман центра, где он находится. Его очень любят за доброту, чуткость и открытость. А еще он спортсмен, книголюб и очень разносторонне развитый мальчик. Дима очень хочет обрести семью. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Димочка у нас живет 3-й год, ему 10 лет. Мальчик очень веселый. Мы его зовем Солнышком. Когда он участвует в спортивных соревнованиях, команда, в которой он участвует, всегда побеждает. И они его называют талисманом, потому что Дима у нас очень любит спорт и очень активно занимается. Димочка, теперь ты о себе расскажи, пожалуйста. Я Дима, мне 10 лет. Я люблю заниматься, немного читаю, в кроссвордах там всяких занимаюсь, пазлы немного собираю, играю в всякие игрушки. Мой любимый предмет по школе – это чтение. Дим, а ты знаешь, для чего я тебя снимаю? Да. А для чего? Чтобы попасть в семью. Хорошо. Дим, а ты бы хотел попасть в семью? Да. А в какую семью? Ну, в добрую. Мне не главное, чтобы там было хоть богатые, но хоть бы дети были. А чтобы детки другие были, да? Да. И чтобы все какие были, ты сказал? Да. Добрые, да? Мы очень надеемся, что мечта Димы сбудется. Дима. Я был здоров, здоров как бык, здоров как два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. Вдруг крик на стол его, под нож допелся, черт возьми. Не огорчайтесь, милый друг.
Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг история болезни. Все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и Создатель болен был, когда наш мир творил. Вы огорчаться не должны, для вас покой полезней. Ведь вся история страны, история болезни у человечества всего, то колики, то рези. И вся история его, история болезни. Замечательные слова Высоцкого Да. и замечательное исполнение. Что ж, Высоцкий, «Жизнь без сна». И у нас в гостях автор, актер и исполнитель Дмитрий Макляков и Александр Александрович Лобанов, художественный руководитель и директор Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича. Вчера в театре в русском у нас была, скажем так, ну не премьера, а первый показ, да? Да, все верно. И сегодня у нас продолжение, Продолжение, естественно. удовольствие. Сегодня есть возможность у многих еще появиться и посмотреть именно авторскую работу Дмитрия. Ну, будет неправильным говорить мне все время, да, действительно, это история Высоцкого напрямую, по дневникам, по письмам, по работам его, ну, пускай все-таки сам автор, Дмитрий, исполнитель, расскажите, говорит, рассказывает. как пришла идея? Ну, на самом деле история очень появилась очень давно уже, лет 15 назад. Я ее вот работаю. И это действительно тот, наверное, накопившийся Высоцкий, который, наверное, есть в душе и в сердце каждого, кто любит и творчество, и все, что связано с этим именем. Ну и когда-то у меня такой был момент, когда вот все это накапливалось, и потребовался какой-то просто выход. И это вылилось вот в этот моноспектакль. И я ничего такого не планировал, но когда это случилось, было ощущение какое-то освобождения, с одной стороны. С другой стороны, я посмотрел на того же Высоцкого вот немножко как бы со стороны, а потом прошло еще какое-то время, и теперь вот мы сосуществуем. То есть, когда я показываю эту историю, рассказываю, у многих есть какой-то такой вот, ну, наверное, так это должно быть. У многих есть ощущение, что я вот играю историю из жизни Высоцкого. Это история о пациенте сумасшедшего дома, да, так, условного. Условно, то есть без санитаров, без каких-то таких обозначений, но там это текст идет. Это «Жизнь без сна», это произведение Высоцкого, которое называется еще «Дельфины и психи». И я оттуда взял как бы много основных таких моментов и провел это все вот от начала до конца, как человек, который, ну, в стране, в доме, в обществе, в мире все равно находится, и иногда чувствует себя, ну, особенно человек, который больной, по-хорошему больной, да, какими-то проблемами, недовольный чем-то, и пробует это все как-то исправить, вылечить, и в конце концов либо сам заболевает и становится жертвой этой системы, либо удается ему как-то выскочить из этого, да, но он все равно, ему хочется еще вытянуть за собой других, кого получится спасти, да, из этого пожара. Вот, поэтому эта история как бы опосредована, история о Высоцком, но это история обо мне, это история, наверное, о почти каждом, кто приходит смотреть этот спектакль. Поэтому мне он очень дорог, и я вот в нем ничего не поменял за эти 15 лет, в смысле не редактировал слова, текст, но меняется постоянно взаимоотношения, вот, в зависимости, как меняется наш мир, ну, наверное, так меняется какая-то интонация, где-то резче, где-то веселее. Скажем так, призма, да, есть, взгляда, ну, наверное, да? Мне просто действительно есть что сравнить, потому что очень много времени прошло с первого моего просмотра именно этого спектакля. И вчерашний показ неизгладимое впечатление, я думаю, оставил не только у меня как художественного руководителя нашего театра, да, но все зрители, пришедшие,
единогласно сказали то, что да, стоило привозить, молодцы то, что привезли, и почаще к нам привозите таких исполнителей. Ну, Высоцкий вообще в ментальности русского народа, я считаю, что он нам уже вшит, как бы, да? Ваш генном уровне. Высоцкий, Да, Высоцкий похоже. вашего детства, возможно. Какой он был? Первое впечатление, первое воспоминание? Слушайте, это длинная история. Я вот хотел придраться немного вот, к вашей хорошей формулировке «вшит». Знаете, вот в этом есть и хорошее, и, наверное, много плохого. В том смысле, что мы иногда настолько... Нам кажется, что это вот наше, мы понимаем, что это, что на самом деле иногда... Перестаем замечать детали? Мы перестаем понимать суть. То есть нам как бы... Вот что важно в Высоцком, и это мое наблюдение, в том числе мое, и многие об этом говорят, что... И как я влюбился в Высоцкого. Я маленький пацан, который не понимал больше половины этих слов. То есть я не знал смысла. Песен, да. Но я слушаю, и даже сложно было их вычленить из этих записей, да, затертых, склеенных, слова перескакивают. Но я был потрясен вот этим голосом, да, этим тембром, этой интонацией. Манерой. И я не знал, что это за человек, но я, черт возьми, вот... И вот так вот ухом, потом вместе с этим как-то рос, потом уже пришли какие-то смыслы. Опять же, смыслы, которые самые какие-то, вот, которые на поверхности, да. И с возрастом все углублялось. А с возрастом, понимаете, я прошел вот такую вот какую-то параболу, правильно, парабола, да, я давно не учился в школе. От влюбленности, вот от этого вот ощущения, что он вшит, оказался, да, в какой-то момент, а может и был заранее, до отторжения, а потом уже новое проникновение и погружение, когда ты понимаешь, что этот человек не сможет с тобой сделать все, что он захочет, да, но ты можешь для себя выбрать то, что тебе нужно. И вот этот спектакль для меня, и вообще вот все, что связано с Высоцким, я очень осторожно к этому подхожу. И я, допустим, не участвую в каких-то вот... Просто концерт, попеть песню. Я могу за столом это делать. А все, что я делаю, связанное с Высоцким, это моя какая-то уже его трансформация, его интерпретация. И вот как-то так. Для меня это очень... Александр, ну а вчера публика как? Как сопереживала? Как погружалась? Да, кстати, как? От начала и до конца. Знаете, вот бывает, когда идет история штрихпунктирована, здесь прямая линия. Вот коротко и... Стопроцентный контакт, да? Да. Я еще раз повторюсь, то, что действительно случилось, зашло, как сейчас модно, да, и это все без исключения. Все, кто был вчера на концерте у нас, на спектакле, а именно почему? Ведь люди же первое, что Высоцкий, это музыка, это песни, да? А приходит, а это спектакль. А это получается такой интегрированный и синтез и того, и другого. И в итоге люди получили и живое исполнение, и историю. И я думаю, то, что действительно подобные проекты, они очень интересны, и нужно их продолжать делать. На сегодняшний показ еще есть билеты? Пока еще есть, и есть возможность попасть. С утреца прибежать, если Да, что, просто купить. надо успеть. Александр, большое спасибо, большое что спасибо вам, что пришли. пришли. Большое спасибо за исполнение Спасибо и за то, что вам. поделились вашей историей. Дмитрий, я уверен, что кроме Высоцкого у вас тоже есть очень интересные работы. Чтобы, да, Приезжайте к нам еще, надеюсь, мы с вами еще встретимся. Я думаю, то, что это у нас первая встреча, но не последняя. Да. Друзья, ну а вы не переключайтесь. Да. Сразу после небольшой рекламы наши коллеги из Якутского блока.